Здравствуйте, уважаемые участники нашего вебинара. Сегодня мы рады вас снова приветствовать на нашем консультационном часе в Коми Республиканском институте развития образования, в нашем консультационном центре. И хочу представить сегодня наших участников. И представляю в первую очередь отца Максима. Он является кандидатом экономических наук, старшим научным сотрудником Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми. Также я, Ванда Цветановна, социальный педагог Центра вдохновения. Также являюсь старшим преподавателем Института социальных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Также сегодня у нас в гостях сотрудники Центра вдохновения, педагоги дополнительного образования. Это Шеберева Анна Владимировна и Ситкарева Татьяна Степановна. Сегодня они тоже поделятся своим драгоценным опытом. Уважаемые участники, родители, педагоги, наша тема звучит так: культурные традиции семейного воспитания, история и современность. Почему же эта тема сегодня нами принято, и мы хотим ее рассмотреть с вами вместе? Ну, конечно же, это событие нашего, так скажем, праздника Рождества Христова. Вот только что мы вступили в 2022 год. И так, вот, да. И год начинаем, конечно же, с радостных очень событий, знаменательных событий. Сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами разобрались еще более подробно с понятием, что же такое семейная традиция, как она связана с культурной традицией, что такое современная семья и какова роль культурной традиции в современной семье. Мы с вами сегодня, конечно же, будем опираться на опыт наших ученых, практиков, социологов, говорить о том, какова же роль традиций в истории человечества и в современном мире. Будем говорить о воспитании на идеалах, на образах. Что такое истинный образ для подражания и почему так важно идеал, который необходим каждому ребенку для того, чтобы его личность формировалась. Сегодня мы будем говорить о праздниках. И это, конечно же, государственные и наши православные традиционные праздники. Как они соотносятся, почему они Потому что Коми-семья – это особая такая ячейка, которая формировалась на протяжении тысячелетий как народ и, в общем-то, имеет свои особенности, свою обрядовую сторону. И, конечно же, очень хотелось бы сегодня разобраться, чем отличается обрядовая сторона от наших православных культурных традиций. Наши педагоги сегодня постараются познакомить вас с темой праздника через творчество. Вот это замечательно, что наши дети, наши педагоги осваивают традицию через изготовление поделок. И каждый праздник символизирует какую-то свою поделку. Вот эту методику изготовления поделок сегодня с детьми, с родителями в форме мастер-класса мы тоже постараемся с вами сегодня увидеть. Ну и продолжаем повестку сегодняшнего вебинара. И в конце сегодня, ну, в общем-то, и как по традиции уже, поскольку роль православной культуры в сохранении и укреплении семейных традиций особенно велика, то мы попытаемся разобраться именно с понятием религиозная традиция, культурная традиция и обрядовая сторона вот того или иного праздника. Чем они отличаются? Потому что мы очень часто с педагогами обсуждали эти моменты, что на святках обычно гадали,
проводили некие ритуалы. И вот, конечно же, ответ священника, я думаю, что очень будет полезен нашим сегодняшним слушателям. Это вот хотелось бы мне немножечко совсем сказать о том, что сегодня нам предстоит на нашем вебинаре. Ну и хотелось бы еще сказать о том, что каждая народная или религиозная культура есть свои особенности, а самобытность народа проявляется через культурные традиции. Отсюда появляется понятие «уклад», свой образ, своя культура. Чем же отличается народная традиция и культура от религиозной, в частности от православной? Что такое таинство? Вот о чем говорит нам наша, опять же, православная культура? Для чего необходимо участие в таинствах церковных? И почему и как мы можем приобщить детей к традициям? И есть очень в этом плане тоже интересный положительный опыт. Для семейного прочтения я всегда рекомендую книги, которые продаются в наших православных храмах. И вот сегодня я принесла замечательную книгу «Чудесный подарок». Это альманах для семейного чтения. Мне бы хотелось вот просто даже показать те образы, которые запечатлены в этой книге. И вот как книга может также влиять на нашу человеческую природу. То есть мы встречаемся с книгой как с другом. Та информация, которую мы там можем подчеркнуть, она, можно сказать, взращивает личность, то есть воспитываем на примерах. И это очень тоже очень важно для родителей. Составитель этой книги Ольга Стацевич. И здесь, конечно, художник изображает вот иллюстрации. Я хочу вам просто это продемонстрировать, насколько теплые, насколько вот сами по себе рисунки, они говорят о том, что на каком вот высоком, достойном уровне можно познакомить детей с нашими традициями православной культуры и праздника. Ну и хотелось бы привести несколько цитат. Цитаты ученых, философов и педагогов, в том числе вот Василий Васильевич Зенковский отмечал, что источник творческой силы в человеке связан не с интеллектом, не с получением знаний, а творческие недра души, творческие ее силы связаны именно с эмоциональной сферой, откуда и излучается творческая энергия, согревающая и одушевляющая работу ума и нашу активность. То есть как только начинает работать эмоциональная сфера, тут же начинает, в общем-то, проявлять себя и свойства души. То есть человек может радоваться, он может быть благодарным, какое-то чувство у него, может быть, удовлетворение появляется. И, конечно, тогда знание входит в душу и приобретает какой-то особый смысл и ценность. Сергей Корнев, социолог, говорит, традиция – это не только путь от индивидуализма к коллективизму, как обычно полагают, но и путь от стадности, массовости к полноценной человеческой судьбе, обладающей смыслом и целью. Вот очень часто дети объединяются в некие сообщества и группировки. И вот это вот сейчас стадный инстинкт иногда приводит к тому, что дети начинают вести себя вызывающе. Как же облагородить, как же возвысить их душу? Конечно же, нам приходит на помощь, опять же, наши замечательные традиции. И вот если мы с вами, как родители и педагоги, начинаем понимать причинно-следственные связи, закономерности исторического опыта и каким образом этот опыт может повлиять на развитие личности ребенка, и тогда таким образом мы можем еще посмотреть, как же вот эта жажда героического, которая появляется и проявляется в подростковом возрасте, поиск романтики, поиск образца для подражания. И, конечно же, мы говорим о народном творчестве, о культурных традициях, ребенок начинает усваивать вот эти идеалы, потому что он с ними соприкасается через творческие какие-то те же поделки. И философ Иван Ильин говорит в своей книге «Путь духовного обновления», надо как бы повести, как бы сводить душу ребенка во все места, где можно пройти и пережить божественное. Постепенно все должно стать доступным. И природа во всей красоте, величии и таинственной внутренней целесообразности, и та чудесная глубина, и та благородная радость, которую дает нам истинное искусство,
и неподдельное сочувствие всему страждущему, и действенная любовь к ближнему, и блаженная сила совестного акта, и мужество национального героя, и творческая жизнь национального гения с его одинокой борьбой и жертвенной ответственностью. Какое же значение в жизни ребенка может иметь праздник? Конечно же, вехи православного календаря. Это покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, как чудесных волшебных праздников, масленичные гуляния, вступление в Великий пост, Благовещение, Пасха, Воскресение Господне, День Победы. Мы тоже считаем все это государственные, это и религиозные наши традиционные праздники. Праздники не только вносят радость в наши дома, они сообщают особый ритм духовной жизни человека, открывают духовную и культурно-историческую традицию. В детском восприятии праздника удивительная особенность. В памяти остается незабываемое многоцветие к покрову, сияние огоньков и ароматов хвои на Рождество, березки на Троицу, ванильный вкус куличей и пасочек, красные свечи и крашенки на Пасху. У каждого праздника есть свой как будто бы цвет, вкус и даже запах, особое звучание, особая мелодия и своя музыка. Хотелось бы познакомить вас также с духовными произведениями литературного творчества. Итак, вот Иван Сергеевич Шмелев, автобиографической повесть «Лето Господне» говорит, вот я сейчас процитирую текст, как он говорит о празднике. «Великая суббота, вечер, в доме тихо, все прилегли перед заутренней. Я прибираю зал, посмотреть, что на улице. Пробираюсь в зал. Народу мало, несут пасхи, куличи. В картонах лампадки пасхальные. В Рождестве были голубые. Послали пасхальный ковер в гостиной с пунцовыми букетами. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах новые красные дорожки. На пуховых подушках в столовой, на диване, чтобы не провалились, лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым. Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое, Христе Боже, спаси! Ангелы поют на небеси, и я хожу с ним, а на душе у меня радостное и тихое, и хочется от чего-то плакать». Вот такие вот строки из литературного произведения. Как же они не могут не тронуть нашу душу, и как мы не можем вспомнить ту историю, на которой, в общем-то, и держится наша православная культура. Тут и волнение, ожидание, трепетное предвосхищение чуда, и дивное преображение привычной среды дома, и само изменение расписания будничного строя жизни, и незабываемый цвет, вкус, аромат праздника, его слово и музыка. Невозможно не заметить, что именно впечатление, эмоционально-смысловой отклик сердца сохраняется в душе на долгие годы. Типичный, очень распространенный подход к подготовке праздника для детей бывает, что и не учитывает эти обстоятельства. А вот другое дело, когда мы постараемся открыть детям то, к чему зовет нас праздник сегодня. Найти в содержании именно то, что актуально для конкретного возраста, и конкретно донести вот тот напутственный смысл. Именно донести, а не разъяснить, зажечь сердце, а не преподать дидактическую схему. Общеупотребительный подход к построению праздника связан с тем, что стремление донести до детей содержательную составляющую праздника педагоги и родители бывает, что этим и пренебрегают. А мы понимаем, что даже вот, есть такие эмоциональные восприятия творческих произведений, например, как небольшие стихотворения. И в этих стихах мы тоже можем через образ понять, а что же такое особенное, что такое важное вот, было у наших предков в их историческом празднике. Мы построим крепкий мост через весь Великий пост. Раз, два, три, четыре, пять. Будем сваи забивать. Первая свая – Богу молиться. Вторая свая – на совесть трудиться. Третья свая – родителей слушать. Четвертая свая – других не судить. Всегда за собой вину находить.
5 свая – чужого не брать. Свая 6 – не врать. Вот, пожалуйста, через стихотворение ребенок осваивает заповеди Бога. То есть все, что, собственно говоря, наша духовная жизнь настроится на 10 заповедях. И вот через литературное творчество может ребенок их познать. Различные занятия людей в литературных произведениях, в частности, они незабываемы, потому что могут отождествляться с подвижными играми. И через игру ребенок также может бегать, развиваться, размышлять, играть, думать. Ваня бегает, играет, камешки в лузу кидает, нас в игру не принимает. Мы его зовем, на работу поведем, косу в рученьки даем. Ну-ка, Ванечка, коси, вдоль папашинки ходи, нас, ребят, весели. Испокон века у наших предков почиталось трудолюбие и, конечно же, сочетание именно труда и отдыха в праздничный день, но опять же отдых не пассивный, а соборный, совместный, когда все вместе собираются за вкусным приготовленным столом, когда красивое убранство, когда семья может вместе уделить друг другу, позаботиться о благополучии, пожелать, доброе напутствие дать. И примечательно, что в содержании фольклорных игр, где труды взрослых в основном подаются как источник радости, притягивающий и манящий, а встречающиеся в ролевых играх такие персонажи, как ленивцы, воришки, рисуются в сатирических красках, и к ним играющие уже могут обращаться с наставлением и укором. Кто спину не гнет, на работу не идет, кто спит с утра, того прочь со двора, или где гнется спина, там пшеничка густа. С колоска зерна мешок, а зимою пирожок. Вот как трудно достается хлеб и как много нужно потрудиться, чтобы еда была на столе. И, конечно же, игра, она не только учит, но и наставляет, помогает развитию человеческих способностей, сообразительности, наблюдательности, ловкости, выносливости, музыкальности и пластичности. Как хорошо, когда семья на праздник организовывает вместе в семейном кругу разные, в том числе и подвижные игры. И тут, конечно же, и дорогие братья, и сестры, и друзья, и коллективные формы, а это, конечно же, сегодня огромная редкость и прекрасная альтернатива компьютерам и гаджетам, которые сегодня порождают очень много проблем в нашем обществе. И вот когда мы рождаем радость сотворчества, мы говорим о том, что представьте себе, вот после того, как мы поиграем, давайте мы сейчас из прекрасного подручного материала можем показать, а как же мы через свою творческую деятельность можем подарить, сделать подарок через, например, усилия человека, кусок пластилина или глины превращается в нужные, забавные, красивые вещи. И тут же мы формируем первичные навыки работы с различными материалами. Также это могут быть и соленое тесто, и воск, и то, с чего, собственно говоря, сегодня мы с вами познакомимся, и на примере наши коллеги сегодня подготовили для вас. Ну и кого же мы будем лепить? Конечно же, мы не будем лепить человеков-пауков, динозавров, монстров, не будем. Мы попытаемся слепить зверюшек, птичек, домашних животных, барышень-красавиц, солдатиков, музыкантов, ну и, конечно же, сказочные образы. А игрушки, сделанные мастерами, отражают красоту нерукотворного мира, труда человека, ратные и земледельческие представления о прекрасном жизни, об отдыхе после труда. Это могут быть нарядные барышни и гармонисты. Ну и, конечно же, такие монстры никогда не будут изготавливаться мастерами. То есть мы размышляем, можно ли подражать злому. Даже в игре не стоит этого делать. Никогда не стоит стараться быть похожими на злые образы, которые отождествляются с какими-то вот черными, темными, нехорошими силами. Ну а с течением времени в отечественной культуре вырабатывались способы передачи. Каким же образом по законам физического и интеллектуального развития образуется система именно народных традиций. И здесь мы можем познакомиться с пестушками, потешками,
календарными играми, песнями, сказками и годовой уклад жизни семьи, конечно же, становится тогда более гармоничным. Вот. Немножечко совсем коротко хочу остановиться в заключении своего выступления о традициях коми семьи, которые сформировались уже к концу 19-го, начала 20 века. И в основном, конечно же, коми традиции, они были основаны на верованиях. И мы знаем, что очень многие верования коми, они уходят далекими корнями еще в прошлое, к языческим каким-то представлениям о духовных традициях. И вот мы, когда рассматриваем в исследовании выдающихся этнографов, например, такие как Марина Михайловна Громыко, Владимира Николаевича Топорова, Нина Ивановна Дукар, Петерима Сорокина, на основании собранного и изученного материала можно обобщить и проанализировать этнографические данные о разнообразных формах поведения. И как же вот проявляли себя коми-народ через обряды, праздники и традиции. Здесь можно сказать, что этот процесс был очень сложный, потому что коми-народ имел длительное устойчивое взаимоотношение с великим русским народом, а также с коми-пермяками, с финно-угро самодийскими родичами, вепсами, хантами, манси, ненцами, сами. Все эти взаимоотношения нашли свое отражение в культуре и в быте, во всей истории народов коми, который немало заимствовал из культуры соседей. И вот все это вобрав в себя, праздники разнообразили и украшали жизнь коми-крестьян. И вот хотелось бы обратить внимание на вас, что календарные обрядовые коми-праздники, они всегда связаны были с хозяйственными занятиями, то есть сев, сенокос, жатва, охота, рыболовство, конечно же, напрямую зависели от церковного юлианского календаря. А в XIV веке с приходом христианской веки на территорию земли коми появились праздники, связанные с церковными датами. И здесь вот уже святки, масленица. Святки – это зимний солнцеворот, масленица – наступление весны, Иванов день, летний солнцеворот и наступление лета, Илья Лун, Ильин день, так называется по коми. Ну и с целью возрождения национальных праздников Республики Коми у нас, конечно же, очень плодотворно работает Дом дружбы народа, и мы на мероприятиях всегда понимаем, что народ северный, что он приспосабливается к большим трудностям, потому что суровый Коми край иногда откладывает, конечно же, отпечаток на менталитет, да, вот определенным образом, но тем не менее Коми народ всегда старается преодолевать трудности с радостью, с улыбкой, стараются люди поддерживать друг друга. И вот когда в Сыктывдинском районе отмечали праздник выход сенокоса Турун-Вонь, то есть отмечается праздник речкей, смысл которого сводится к разыгрыванию действия, в котором отражаются основные этапы трудовых процессов сенокоса. Мужчины опоясываются травяными поясами, заговаривают спины от натруженной работы. Вот по поводу заговоров, это тоже сегодня вот вопрос, как раз который у нас будет адресован к батюшке. То есть как в коми-культуре вот заговоры, гадания, определенные ритуалы, ну как-то вот не всегда, что ли, соотносятся с нашими религиозными культурными традициями. И в то же время вот культура насколько самобытна, что вот мужчины косят, женщины граблями собирают сено, формируют стога, после работы все умываются, женщины кормят мужчин, запевают песни, веселятся, закончив сенокос, мужчины и женщины складывают рабочий инвентарь, собирают ковши, и перед взором зрителя возникает ритуал возвращения покосной артели из лугов в деревню с песнями. Ну вот само слово ритуал тоже, да, вот хотелось бы на нем остановиться. Что же такое, почему это вот ритуал? И 6 января рождественский сочельник, который завершает рождественский пост и открывает двухнедельные рождественские празднества, святки. Вот об этом тоже нам сегодня предстоит поговорить более подробно. Рождественский сочельник, как правило, не едят до первой звезды. Что это значит? А сам этот день в народе называется День кутьи. Главное кушанье – кутья, рисовая каша с медом, изюмом или каша из ячменя, сочево, зерна пшеницы, размоченные в воде. Раньше, в старину, от коми народа, вот эти фигурки, которые изготавливались из черной муки, изготавливались коровки, телята, пастушки,
а потом они ставились на столы, детям давали ими поиграть, потом дарили их и даже вот размачивали в святой воде и давали скоту. Ну вот мне кажется, на мой взгляд, это опять же традиция, она такого языческого происхождения. А вот по поводу ряженых, которые ходили толпами под окнами величать хозяев и просить пирогов. Некоторые одевали вывернутую наизнанку дубленки, лица мазали сажей, закрывали платком, наряжались в лошадей, из платков делали вожжи, привязывали сзади хвост, у каждого в руке был колокольчик. И в течение святок обходы проводились трижды: в рождественский сочельник, под Новый год и накануне крещения. Каждая семья готовила для ряженых угощения, картофельные шаньги и пироги. Представьте, зимой вечер к дому подходят каледовщики. Никогда они не делали, ну, так скажем, какие-то особые ритуалы. А вот важно было сказать: «Слава Вышний Бог». Хозяева одаривали каледовщиков. В ответ ряженые отвечали: «Спасибо вам, люди, на хорошем подаянии. Дай Бог тому, кто в этом дому. Дай Бог подольше пожить, да побольше нажить». Ну и тут желали, конечно, денег мешок, да белья коробок, и дай вам, Господи, еще лучше того. А у Калистрата Жакова мы можем найти много верных наблюдений о мировосприятии коми. Ученый, например, считал, что коми человек чувствует себя дома везде и всюду. Даже за 200 километров для него это расстояние не расстояние. Он на праздник ходил на лыжах, в гости за 200 километров. Коми чувствовали себя богатыми, а богатыми не чувствовали себя водой, тайгой, тундрой, пространством. Этнолог Василий Налимов говорит о честности народа. В частности, писал, что в Коми месяцами живут на свободе, без пастухов, и здесь не бывает пропаж. То есть даже никогда не закрывали дома на замки, никто не запирал, и все друг другу доверяли. А профессор рассказывал: здесь дурные поступки не совершаются не из-за боязни прогневать Бога, а по верованиям зырян. Дурные поступки мешают сознанию радости, жизни и счастья. Коми считали, что все проходит, и хорошее, и плохое, и радость, и горе, счастье и беда. Поэтому коми-человек не считает нужным впадать в тоску и уныние по разным печальным поводам. И вот как же замечательно, умрет ли даже сын, такая вроде трагедия, сгорит ли дом, падает ли скот, потоскует немного, но никогда не впадает в отчаяние. С большим рвением возьмется за новое дело. Вот не отчаиваться, вот это, наверное, самое главное умение, которое нам передано нашей православной культурой, потому что отчаяние и уныние – великий грех. И вот как же сочетается обрядовая сторона и религиозная сторона в коми-семье. Вот сейчас, благодаря исследователям и ученым, мы кратко постарались познакомиться. Я сейчас передаю слово Шиберевой Анне Владимировне. Она сейчас расскажет о своем опыте и познакомит вас с тем, как в нашем центре вдохновения отмечалось празднество Рождества Христова. Пожалуйста, Анна Владимировна. Добрый день, уважаемые слушатели. Как уже ранее говорилось, по славянскому обычаю молодежь колядует, ходит по домам, поет песни и получает угощения. Это начинается, как правило, в сочельник, в ночь перед Рождеством, 6 на 7 января, и заканчивается 19 января, праздник Крещения. В эти дни на своих занятиях детям предлагаю посмотреть картину Алексея Транковского «Путешествие со звездой». На картине мы видим молодежь, детей, которые стоят перед домом. В руках у них на палке большая звезда, которая символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам путь в Иерусалим, где родился Христос. Дети колядовали со звездой, пели про Рождество, Христославили. Тут же на картине женщина, хозяйка дома, приглашает зайти их в дом. Колядующим были рады в доме,
Считалось, что колядующие своими песнями переносили крестьянский дом благополучия на весь год. После этой беседы детям предлагаю сделать вифлеемскую звездочку. Прийти домой, спеть песню, рассказать стишок своим родным, а в те, в свою очередь, помня про колядки, должны угостить детей сладостями. Сейчас я хочу показать и рассказать, как можно сделать такую звездочку дома с детьми. Для этого понадобится деревянная шпажка или деревянная палочка, на которую приклеивается вифлеемская звезда. Шаблон, который можно сделать очень быстро и легко. Можно найти в интернете форму звезды, распечатать ее. Ну, если нет такой возможности, можно приложить лист бумаги к экрану компьютера, ноутбука и обвести, естественно, не сильно нажимая. Затем ее вырезать. Потом взять желтый картон или фольгированный картон золотого цвета, на котором по шаблону нарисовать 2 звезды. Вырезать их и склеить между собой. И не забыть вставить между ними деревянную шпажку. Украсить звездочку можно ленточками. Звездочки могут украшены быть по-разному. Если мы посмотрим на картины прошлых лет, мы увидим изображения разных звезд у колядующих. Украшены у них всех по-разному, но неизменным остается ее форма звезды и яркий золотой цвет. Такую звездочку, как нашу звездочку, можно хранить в стаканчике с карандашами, с ручками или поставить ее в цветочный горшочек с землей. В Центре вдохновения я работаю уже 6-й год. Веду кружки по художественной направленности. С учащимися не только клеим, вырезаем, но и шьем, вяжем. Сейчас осваиваем создание изображений с помощью цифровых технологий. Хочу вам представить рисунок моей ученицы, который нарисован с помощью компьютерной графики на графическом планшете. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, Анна Владимировна. Я надеюсь, что родители возьмут на заметку вашу поделку и обязательно с детками попробуют ее изготовить. И, конечно же, это тоже будет как одна из наших, как говорится, участия в той праздничной программе, которую мы можем организовать дома в своей семье, в кругу близких людей. Ну и Татьяна Степановна сейчас покажет нам работу с глиной. Такой материал очень, как говорится, удачный для того, чтобы изготавливать различные поделки. И, пожалуйста, Татьяна Степановна. Добрый день, уважаемые коллеги, родители. Мне очень радостно сегодня представить свой небольшой пока опыт работы, с детьми в этом направлении. Тема Рождества и святочных дней очень актуальна и любима детьми, так как это очень волшебное такое время чудес и сказки. Рассказывая детям о том, что ангел является одним из символов Рождества, что именно он известил Деву Марию о рождении Спасителя человечества. Именно ангел сообщил пастухам о рождении Иисуса Христа. И дети живо откликаются на такие
на такую беседу и начинают задавать такие вопросы, как ангел узнал об этом, у каждого ли человека есть ангел, можно ли увидеть ангела. И мы обязательно делаем акцент на том, что ангелы есть у каждого человека, ангел-хранитель, да, и являются они нашими неразлучными друзьями. Но ангела как можно отдалить от себя, так и можно приблизить к себе. Приближаем мы его, совершая какие-то добрые дела, добрые поступки. Когда мы не ругаемся, не обижаем младших и близких людей. И вместе с детьми мы приходим к выводу, что Рождество и ангелы – это неразрывно связанные между собой символы. Да? И именно традиция дарить ангелочков является неизменной уже на протяжении многих лет. Существует очень много разных материалов для изготовления ангелов, но мы используем глину. Во-первых, глина – это сегодня очень доступный материал, это традиционный и очень экологичный материал. Его сейчас можно купить в любом магазине канцтоваров или в магазине рукоделия. Вот бывает она красная глина, голубая глина, белая глина. Объем где-то бывает по 500 грамм, либо по килограмму. Это все зависит от интереса детей. То есть, если он очень любит лепить, можно сразу купить объем побольше. Глина – материал пластичный. Из нее ей можно придать любую форму. При высыхании она затвердевает, становится очень прочной, такая поделка. Да? Ее можно также раскрасить в различные цвета после высыхания. Глину можно назвать живой, потому что она очень чувствительна к рукам человека и вызывает очень разные ощущения. Дети по-разному описывают те ощущения, когда соприкасаются с глиной. Некоторым детям она очень приятная, они говорят, что она мягкая, что она теплая, а некоторые дети наоборот говорят, что она холодная, скользкая, такая, похожа на слайм. То есть она вызывает живые эмоции детей. Кроме того, глина развивает как творческие способности детей, так и познавательные, художественные, эстетические способности, развивает мелкую моторику рук, позволяет детям прорабатывать какие-то личные страхи, негативные эмоции, да, проявлять свою индивидуальность. И дети очень чувствуют ситуацию, такая создается ситуация успеха, когда из бесформенного куска глины получается какая-то интересная поделка, которую можно даже подарить близкому человеку. Глину мы готовим, для того, чтобы работать с глиной, она должна быть мягкая. Для этого мы ее замачиваем заранее во влажную тряпочку и заворачиваем в пакет, чтобы она хорошенько впитала в себя влагу, стала мягкая, эластичная. И точно так же мы ее храним. Допустим, мы взяли кусочек, сделали из нее поделку, она у нас осталась, и мы ее точно так же храним, чтобы в следующий раз уже сразу ее можно было использовать. Инструменты, которые мы используем, это чаще всего они продаются либо отдельно, либо в наборе с пластилином бывают, да, стейки. Они тоже бывают очень разные, в виде лопаточек, в виде ножичков. И мы используем также те материалы, которые есть почти в каждом доме. Это и палочки, то есть для придания какой-то фактуры нашей поделки, вилки пластмассовые, различные коктейльные трубочки можно использовать, да. И я называю это клей из глины, для глины шликер. Эта глина разбавляется очень сильно водой и становится жидкой. С помощью нее можно склеивать детали из глины. Так.
И обязательно при работе с глиной мы готовим рабочее место, это стелим клееночку, надеваем фартук, нарукавники, чтобы после работы с ней оставаться чистыми. Так. Значит, существует несколько разные виды работы с глиной, то есть разные способы работы с ней. Это пластический способ работы с глиной, это когда мы из одного куска вытягиваем детали. Конструктивный способ, когда мы делаем много-много разных деталей и с помощью шликера соединяем их, как конструктор. Также есть ленточный, жгутовый способ и другие. Вот мы с детьми слепили ангела с помощью конструктивного способа. То есть мы сделали разные детали и склеили их с помощью шликера. Значит, основа нашего ангелочка – это колокольчик. Вот такой вот колокольчик. Из куска глины мы просто прищипывая, прокручиваем и делаем вот такую основу колокольчик. Голова. Скатываем либо между ладошек, либо на столе. Руки нашего ангелочка в виде морковок также мы скатываем. Далее крылышки нашего ангелочка. Когда детали должны быть симметричные, мы отщипываем целый кусок, скатываем его в жгутик и делим с помощью стека его пополам. Так детали получаются одинаковые. Крылышки. Затем веночек, вот такой сделан из двух жгутиков, между собой они соединены. И нимб. Тоже проговаривая, что такое нимб, с детьми мы говорим, что это символ святости, свечения вокруг головы ангелочка. Так, при лепке важно все время смотреть, чтобы глина не трескалась. Для этого, чтобы она не трескалась, мы все время смачиваем пальчики либо влажной тряпочкой, с помощью влажной тряпочки, либо в воде и размазываем эти трещинки. Так поделка получается аккуратной и красивой. Затем, после того, как все детали изготовлены, мы их склеиваем с помощью шликера, соединяем, смазываем кисточкой детали и немножко их придавливаем, чтобы они хорошенько приклеились. Затем нашу поделку нужно высушить в течение где-то от 2 до 5 дней. Это зависит от толщины изделия, от величины ее. После высыхания нашу поделку лучше, конечно, обжечь в муфельной печи, но у нас такой возможности нет, поэтому мы ее просто раскрашиваем сначала в белый цвет. Мы это делаем для того, чтобы при нанесении цветных красок они были яркие и насыщенные. Так, сначала мы раскрашиваем целиком в белый цвет, а затем уже наносим те цвета, которые могут быть на нашей поделке. Ну, для ангелочка мы выбираем такие пастельные тона. Вот здесь такой светло-фиолетовый, можно светло-голубой, да. Нимб мы раскрашиваем желтым цветом. Можно добавить элементы декора в виде различных вот таких блесточек, страз. Вот. Страз, чтобы поделка выглядела очень красиво и такой декоративной, да. Так. Раскрашиваем, да, не сказала, раскрашиваем мы наши поделки с помощью гуаши, либо акриловые краски, но там есть особенности в работе с акриловыми красками. Мы с детьми используем гуашь. Кисточки
большие площади мы раскрашиваем большой кисточкой, а мелкие детали, узоры прорабатываем уже тоненькой кисточкой. Можно также использовать и зубочистки, чтобы, допустим, глаза, да, выделить. Кисточкой это сложно сделать детям, зубочисткой очень аккуратно получается. Либо вот наносим узоры ватными палочками. Так. Ну и вот такая поделка ангел, которая передает всю любовь ребенка, будет очень приятно близкому человеку, да, и передает всю его доброту и ласку. И пусть в ваших домах также будут такие же ангелочки, которые принесут в ваш дом счастье и радость. Спасибо большое, Татьяна Степановна. Замечательно. На самом деле очень радостно сталкиваться с таким мастерством, с проявлением такого творчества. Я думаю, что это все родителям очень было полезно. Ну и сейчас мы, конечно же, обращаемся. У нас вопрос к нашему отцу Максиму. Самый главный, наверное, вопрос – это тоже такое вот с точки зрения православной культуры, культурная традиция семьи. И как нам сделать так, чтобы сохранить и приумножить вот этот дар, который нам передан нашими предками. Здравствуйте, дорогие слушатели. Благодарю вас, дорогие женщины, за ваши рассказы, за ваши приятные поделочки. Они действительно передают нам ощущение традиции. То есть, что такое традиция? Традиция – это что-то очень важное, чрезвычайно важное, что никак нельзя забыть, без чего вообще и жить нельзя, существовать нельзя. И вот старшие взрослые это знают, и они должны передать это детям. Что является содержанием традиции? Потому что нам сегодня свойственно уделять внимание больше внешним формам, а забывать о содержании. Так вот, главным содержанием традиции должно являться общение с Богом. То есть человек помнит о своем божественном призвании, о том, что он создан Творцом, как и весь мир, что он носит в себе образ Божий, и что к Господу можно прийти. То есть можно его и нужно его полюбить. Отсюда идет и вторая важнейшая заповедь – это полюбить человека, да, возлюбить ближнего своего, как самого себя. Вот без этого жить нельзя. Помните даже, как одна певица пела, что жить без любви быть может просто, но как на свете без любви прожить. Это и есть, собственно, смысл человеческого существования. И вот, хотя любовь, она вообще сама по себе очень проста, но она является великим искусством. Так же, как и смотришь на какую-то поделочку, вот она вроде простая и красивая. Чтобы ее изготовить, видите, сколько надо. Материалов, принадлежностей, навыков. Я вот сам с интересом следил за описанием вот этого. Как приятно вот это изготовить. Да? Но также и любовь. Когда ее видишь, например, в человеке, вот видишь человека благочестивого, такого, культурного, воспитанного, да, богомудрого. Вчера мы поздравляем эту женщину с днем рождения, немолодую, мы говорим, многое лет, то есть желание многих лет жизни, для чего? Для того, чтобы Богу еще больше пришли. Чтобы вы стали такой богомудрой старицей. Да? Вот сегодня современный человек, он как-то боится вообще понятия старость, не любит говорить о своих годах, вообще всеми силами старается показать, что он моложе, чем есть. А это ведь тоже это неправильно, правда скажем, неправильно. Как раз хорошо же вот пел, да, по-моему, Вахтанг Кикабидзе, что мои года – это мое богатство. То есть человек наоборот, и мужчина и женщина, он должен с каждым годом вот чувствовать, что вот это богатство общения с Богом, оно в нем нарастает. Все больше и больше. То есть он все ближе и ближе становится вот к этому Царству Небесному, к святости. Он все внимательнее и внимательнее к людям, он все больше и больше их понимает, он все смирение и смирение. Разве не это главная ценность, главное богатство? Конечно. И вот мы этому искусству учимся. И семья, она, это та школа, которая вот передает ребенку, которого она же сама и сотворила, как правило, сама же родила. Хорошо, если она его родила как-то осознанно, по любви, а не просто так случайно получилось. Она ему должна передать ответ на самый главный вопрос. Зачем он появился на свет? Вот это и есть семейная традиция.
Благодарим, отец Максим. Ну, хотелось бы, наверное, еще вот обратиться к вам с таким вопросом по поводу гаданий на святки. Все-таки эти дискуссии, они ведутся и в педагогической нашей среде, и в родительской. Иногда не знаешь просто, как аргументированно ответить правильно. Ну, вот, как вы и сказали, прийти к Богу, прийти вот к этому присно текущему источнику жизни, да, к этому огню. Вчера была память пророку Малахии, он говорит, да, придет Спаситель, но кто устоит перед пришествием его? То есть он идет как огонь, очищающий золото. Вы его ждете, но вы выдержите его пришествие. Так вот, чтобы прийти к Богу, это можно. Надо обладать вот этим великим искусством, да, вот этим смирением, воздержанием человеку. То есть ему надо в полнейшей дисциплине. Видели, да, вот как стоят солдаты кремлевского полка на часах. Да? Вот все вот прям до иголочки выверено, выстроено, все вот, положение тела, выдержка. Вот так же мы перед Богом. Но человеку иногда бывает лень. Вот лень. Ну, хочется попроще, подешевше, да, вот как-нибудь так это, чтобы у нас все было, нам ничего за это нет. Как бы, часто мы такие пожелания здесь слышим, да? В основном материального, такого земного характера. Исцелиться, например. Вот болеешь, вместо того, чтобы начинать разбираться в причинах болезни, почему ты заболел, для чего ты заболел. Вот хочется как-то быстренько от этой болезни избавиться и нестись дальше. Да? Или там в личной жизни у человека проблемы. Тяжело человеку быть одному, и вот он думает, как бы это мне побыстрее наладить, вот там муж загулял, как бы его на место поставить. Вот. Или там девушка понравилась, она внимание обращает, как бы ее прикормить. Вот возникает магия. Магия. Там вот, знаете, слово магнит. Так вот, примагните себе, да, вот, деньги примагните, удовольствие примагните, любовь примагнитите. Не меняясь самому. Потому что, по идее, это по Божьему замыслу человек сам должен любить. Он не должен магнитить себе любовь, он должен излучать любовь. А она тогда к нему будет возвращаться в множественном количестве. Давайте дастся вам. Ты даешь любовь, она тебе возвращается, и ты аж прямо преизливаешься. Вот как Христос говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вот этот избыток, да, то есть человек не просто живет, а он живет так, что он еще вот готов сотням, тысячам людей помогать. У кого-то сил на себя не хватает, он наоборот как вампир, да, вот, помогите мне, поддержите меня. Вот это отчаяние, уныние, хорошо вы сегодня сказали, что какой человек не отчаивается. Вот эти гадания, это и есть магия. Это и есть магия. Магия, то есть попытка простым способом, не меняясь самому, не обращаясь к Богу, ну, по сути дела, украсть у духовного мира решение своих проблем. Спасибо, благодарю, отец Максим, за такое разъяснение. Я надеюсь, что наши слушатели поняли, да, вот смысл этого высказывания, что на самом деле мы ни в коем случае не должны вот искать этой подмены. Да? Самое главное, что любовь, а не суррогат. Жизнь, а не суррогат этой жизни. Вот. И, конечно, мы хотели бы еще разобраться вот в этой обрядовой стороне, даже в той же культурной традиции. Обрядовая, она очень глубоко проникла. Да? Языческие корни, они до сих пор проявляются. И вот как все-таки правильно, гармонично это все вот в своей жизни, чтобы не нарушить и заповеди Божьи, и в то же время объяснить детям, почему именно так было, и так не стоит поступать. Слово обряд происходит от слова обрежать, да, то есть вот наряжаться. Мы сюда пришли тоже сегодня, обрядились определенным образом, знаем, что мы идем на вебинар. Да, ни на картофельное поле, ни на кухню пирожки печь. Для каждого случая своя одежда. Да. Соответственно, у нас и настроение, и мысли, и слова, они все подобающие вот нашей аудитории. Также обряд – это вот некие внешние действия, некая такая одежда, за которой скрывается внутрь. Ну, например, вот девушку обрежают в белое платье, да, есть такой обряд. Да, невеста она в белом платье. Что это означает? Это означает очень важное внутреннее содержание, означает ее целомудрие. То есть, что она девственна, как вот мы говорим, девственные леса, девственный снег, да, белый снег. Это значит, что береги платье снова, честь смогут. Ну и таких примеров, естественно, множество. Вообще мы ежедневно живем в десятках, в сотнях разных обрядов, сами того иногда не замечаем.
Так вот, надо вникнуть в суть обряда. То есть, когда ты что-то делаешь, надо это делать не бессознательно, а осознанно. У каждого обряда есть своя суть. На Пасху мы красим яйца. У него своя суть – это вера в воскресение Христова. И в него надо действительно верить. Если ты не веришь, что красить яйца, это просто смысл. У колядок, про которых вы сегодня упоминали, у них тоже своя суть. Это желание славить Христа. Я помню, в прошлом году, как раз на Рождество, вот, рано утром, я в храме, отправляюсь по другим делам, я по пути захожу к одной женщине, прихожанке, которая вот, по состоянию здоровья не может сама идти в церковь. Вот, я заношу ей с утра угощение, пока я слышу, что она вот за дверью в ответ на стук собирается, одевается, там, шаркает тапочками, идет к двери. Вы знаете, у меня просто из души само вот это вырвалось, я запел колядку вот, рождественскую, даже специально там не надумывая, не вспоминая, вот как помнил, так и запел. И понял, как это прекрасно. И весь день вот так ходил с песней. Весь день, куда бы я ни пришел, много было встреч таких чудесных, неожиданных. И вот весь день ходишь и поешь. И вот ты понимаешь это чувство переживания, что люди славили Христа. Ангелы же пели в небе, да, мы читаем. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеке благоволит. А когда хорошо мы поем, это для человека совершенно нормально. Мы поем, мы славим Христа. Это, как говорили, Христос рождается славить, а ответ был такой: славим Его. Да, то есть, да, мы все славим Христа. Поэтому, если человек в обрядах разберется, то есть он знает свою веру, он знает ее не поверхностно. Сегодня, слава Богу, возможностей для самообразования, для образования много. Пожалуйста, ходи в церковь, слушай проповеди, читай Библию, изучай святых отцов, получай даже духовное образование, среднее, высшее, как угодно. Человек ведь то испанский язык смотришь, учит, то китайский так для экзотики. Со своим разобрался сначала, хотя бы со славянским языком. И если он в сути разберется, то он легко сразу распознает, какой обряд негодный, вот его вообще нельзя делать, ну какие-то булавочки на одежде носить, да, это обряд как раз суеверный, магический. Или там плевать через левое плечо. Но, кстати, плевать через левое плечо, вот этот обряд тот, который как раз уже может быть воцерковлен, то есть он может быть уже наполнен правильным смыслом. Если ты просто плюешь через левое плечо и думаешь, что это само по себе поможет, это будет языческое отношение. Но если ты знаешь, да, что вот по церковному преданию с тобой постоянно и ангел-хранитель, с тобой постоянно и бес, который от дьявола поставлен, чтобы тебя на злые дела. Ну и, как говорят, за правым плечом ангел, за левым. И ты на него плюешь. То есть ты осознаешь вот эту духовную борьбу, и ты плевком выражаешь к нему презрение, нежелание с ним ни о чем договариваться. Никаким с ним образом не сотрудничать. Почему бы нет? Мы же, кстати, в крещении, мы же плюем на дьявола. В людском момент, и плюнь, и дуй, не плюнь на него. Человек свой дует и плюет трижды. Вот, показано на дьявол. Почему этот обряд бы не перенести на плевание на бесов каждый день? Чувствую, что тебе слушай. Можно как-то. А есть обряды, которые, и, собственно, являются чисто церковными, правильно, да? Ну, вот даже, например, пути. Она тоже не смысл. Спасибо, отец Максим. Еще в нашей педагогической среде, да и с родителями очень часто возникает такой вопрос. Вот любят поделки делать и украшать свой дом оберегами. Вот это вот слово берегиня, оберег. А сейчас еще и более такое современное, и я считаю, что оно как бы чуждое нам, какие-то мандалы вот пытаются изготавливать. Вот как отношение православной веры, как церкви к этому действу? Ну, постараемся увидеть правильную суть и ее искажение. Да? Потому что грех это ведь не всегда обязательно черный. Грех это может быть серый. Знаете, такой вот почему мы называем это дьявол лукавым? Потому что он что берет? Он берет много правды, добавляет туда немножко лжи, и получается такая неспасительная правда. Поэтому в чем здесь правильная суть? В том, что действительно объекты материального мира, они могут быть носителями божественной благодати. То есть благодати от всемогущего Бога. Мы освящаем икону, мы освящаем крест, мы освящаем... Вообще, собственно, любую вещь можно осветить. Даже вот вы купили компьютер новый, даже сам человек, не обращаясь к священнику, он может осветить этот компьютер. Есть молитвословник, есть эта молитва на освящение всякой вещи. Прочитал Три Святой, Отче наш, читал такую молитву, святой водичкой в каждом доме должна быть, только не христианская, а мало священник покропил, все, чтобы компьютер тебе служил верой и правдой. Я заметил, что вот вещи, которые ты освящаешь, десятками лет служат, в отличие от тех, которые не освящают. Ну, крестики, иконы, понятно, это уже в храме освящаются. И дом, кстати, не надо самому ходить там со свечками, как многие сейчас любят заниматься самосвятством.
ну, церкви открыты, приглашайте батюшку, он уже знает, как это правильно сделать. Не бойтесь, он там много у вас денег не попросит, не разорит. Вот. Ну, то есть суть-то в чем? Потому что предмет может быть носителем божественной благодати. А теперь уже вопрос возникает, что это за предмет, от кого это предмет, кого этот предмет изображает себя. Если это предмет церковный, если это предмет связан с верой во Христа, если пускай это даже фигурочка ангела, вот, или икона, или там, частичка Святой Земли, или камушек там, с какого-то с места паломничества, да, или рождественская звезда, то прекрасно, прекрасно. Вот. Но только ты не думаешь, что он сам по себе будет защищен. Ты помнишь, что это все-таки от Бога, Вседержителя. Мы же верим в Бога Вседержителя, который весь мир держит, то есть управляет всем миром. У нас ни один волосок с нашей головы без его воли не падает. То, конечно, мы просим Бога, чтобы он помог, но мы понимаем, что он помогает вот так, через людей, через святыни свои. Ну, он так вот захотел, да, чтобы его всемогущество распространялось везде повсюду. Ну, а если ты думаешь, что подкова на двери, она будет сама по себе, твои проблемы решать, злых духов отгонять, плохих людей тебя отпроваживать, уже суеверие. Получается, ты подкову поставил на место друга. Это уже плохо. Спасибо. Ну и в завершении нашего вебинара еще такой вопрос остался. Тоже мы над ним размышляли с педагогами, когда готовились. Очень часто изготавливают ангела из таких материалов, например, как вот пластмассовая ложка для изображения его лика, потом, значит, обертки там из бумаги, потом даже макароны украшают. Вот есть такая, да, вот Анна Владимировна показывает, вот, что вот прям макаронами украшают ангелочка. Вот не является ли это каким-то кощунством? Здесь где-то вот эту тонкую грань понять, чтобы было вот это благоговейное отношение сохранено. Да, пан Станов, вот вы хорошо сказали, что должно быть определенное благочестие. Благочестие, понимание, что есть святой, и ему все-таки подобает соответствующее отношение. Поэтому вот здесь конкретных, конечно, списков мы сейчас не будем устанавливать и разграничивать, это можно, это нельзя. Вот человек должен иметь чувство вкуса. Понимаете? А чувство вкуса мы воспитывается в церкви. Когда человек ходит на богослужение, он молится сам постоянно, он ощущает себя частью церкви. Не просто так по временам вспоминая о ней, а как дорожа ей как семью, а чуть ли не даже больше. То он, естественно, уже различает. Вы знаете, как человек с чувством вкуса скажет, нет, это плохая музыка. А вот это, да, вот это великолепная музыка. Вот это там пошлое одеяние, а вот это со вкусом. Вот так же вот он здесь скажет, нет, это нельзя, это не подобает, вот это излишне. А тут скажет, может и необычно, может даже и там какой-то продукт питания использован в поделке, да, но, простите, мы хлеб же тоже используем не только в каких-то поделках, мы используем как святыню, величайшую святыню для боговоплощения, для тела Христова, для богослужения. Где-то человек вкусом это почувствует. Поэтому надо развивать себе вот это внутреннее благочестие, благоговение перед Богом. И Господь уже сам подскажет. Иногда и помолишься, и вот он, это можно, это уже не надо. Ты вот уже знаешь вот эту границу, которую нельзя переступить. Спасибо, отец Максим. Ну и хотелось бы еще вот завершить, вот пришло мне на ум. Давайте мы будем благоговейно относиться к нашим ангелочкам, которые у нас дома. Да, и лишний раз не будем на них кричать, ругаться, а будем их вот так вот просвещать, учить уму-разуму, бережно относиться к их душе и воспитывать их как растения, которым требуется и полив, и удобрение почвы, и где-то назидание, и где-то нужна и даже, может быть, и тростинка для того, чтобы вразумить. Поэтому я думаю, что наша сегодняшняя встреча, она вот такая вот праздничная. Я считаю, что наша мероприятие сегодня завершилось удачно. Отец Максим внес ясность во все наши какие-то вот, может быть, разногласия, где-то, может быть, не до конца мы что-то понимали. Ну, я думаю, что и педагогам этот вебинар тоже был бы полезен. Поэтому всех я благодарю. Надеюсь, что наша встреча, которая будет 3 уже февраля, надеюсь, что она будет посвящена теме также обрядовой стороне, может быть, где-то и духовной, и культурной традиции коми-семьи. Здесь мы уже будем говорить про коми-свадьбу, и традиции коми-свадьбы, и также попробуем
попробуем подготовить мастер-класс по различным техникам изобразительного творчества, то есть как правильно изображать ту или иную форму, предмет. Поэтому надеюсь, что не первый и не последний раз мы с вами в эфире. Также приглашаю вас на консультации, если кому-то они будут интересны. То есть через сайт консультационного центра можно записываться к специалистам. И благодарю вас всех за участие в нашей сегодняшней встрече. До новых встреч. До новых встреч. С наступающим праздником Крещения Господня. Кто желает, и с детьми в том числе приходят к купелям крещенским. Пусть Бог вас на это дело хорошо благословит. Опять же, с правильным пониманием. Погружение в крещенскую купель, оно грехов с человека не снимает. Грехи с человека снимает исповедь, то есть искреннее раскаяние в грехах и их неповторение. А крещенская купель – это освящение души и тела. Вот если вы, например, чувствуете в себе какой-то грех, ну, допустим, курит человек или матом ругается, и вот он плачет об этом грехе, он пытается от него избавиться и не может. Вот тут-то как раз и надо купаться, потому что Бог освящает и душу, и тело. Он дает и физические силы, и душевные для того, чтобы избавиться от этого греха, для того, чтобы от недуга исцелиться. Вот. Ну, естественно, не на показ, не для того, чтобы это поскорее выложить на всеобщее обозрение, как ты там стоишь, и не об этом рассказывать, гордясь своим мужеством и так далее, со смирением, с молитвой. Кто-то целиком погрузится, кто-то просто умоется водичкой. Кстати, воду надо брать именно из церкви. Одно из суеверий, связанное с праздником Крещения Господня, о том, что вода везде освящается, вот она из-под крана и везде. Не совсем так. Вот. Она освящается именно там, где церковь освящает. То есть вот в самом храме и на реке. Вот в купели осветили, вот здесь она святая, вот здесь Господь подает благодать. Вот. А там, в этой же реке, вот в самых метрах ниже по течению, нет, уже не подается. Потому что Бог делает так, что вот он все-таки указывает, да, что вот собрание церковь, она несет его благодать. Вот. И в этот день еще тоже обращу внимание на такой нюанс, что в этот день мы водичку и добавляем. Вот, допустим, набрал ты в храме чуть-чуть маленький флакончик, баночку, принес домой, и вот в этот день, в праздник Крещения Господня, и накануне, 18 января, пожалуйста, дома хоть целую флягу и весь год добавь, опять же с молитвой, во Иордане крещающийся тебе Господи, да, с тропарем праздника, и весь год потом пей. А вот потом уже нежелательно. Раньше было такое, что и весь год разбавляли, а все-таки потом сказали, вот я слышал, что лучше это делать только в сам праздник. Да. А ко храму-то, когда придете за водичкой, только, пожалуйста, не толкайтесь. Не толкайтесь, не ругайтесь, как мы устаем от этого. Самое главное, благодать ведь отходит, понимаете. Люди воду вроде святую набрали, а благодати никакой не получили. Потому что кому-то на ногу наступили, кого-то мысленно обругали. Вот, и весь смысл потрачен. И весь смысл потрачен. Да. Да лучше бы постояли, Господь говорит, вот последние будут первыми. Да лучше бы ты всех вперед пропустил, еще бы помог бы водичку набрать, еще бы пол протер и так далее. И набрал бы потом маленькую кружку, в этот день всем хватит точно. Потому что весь день, я же сказал, он будет добавляться. Вот. И пошел бы со смирением. А Бог же смирением дает благодать. Поэтому так и сделайте. Благодарю вас еще раз, отец Максим. Ну что ж, теперь Богом до свидания.